Да здравствует независимая Грузия! Да хранит вас Бог! Эти слова вошли в историю. Так закончил свое выступление перед депутатами Верховного Совета Грузии Звият Гамсахурди. В зале всеобщее ликование. По итогам референдума 9 апреля, в день трагических событий 1989 года, была подписана декларация о восстановлении независимости Грузии. Референдум был правовой основой для объявления в дальнейшем независимости. Действительно, это было волеизъявление всего народа. Важно и то, что автономии приняли в этом участие. Голосование проходило в день рождения диссидента и лидера национально-освободительного движения Звията Гамсахурди 31 марта, как дань уважения к его роли в борьбе за независимость республики. Еще одна символическая дата. Это был единственный путь избрания легитимной власти. Позади был 10-месячный блиц по подготовке референдума 31 марта, сыгравшего огромную роль в истории нашей страны. Конгресс США в тот же день на своем чрезвычайном заседании принял постановление о признании легитимными итогов референдума о независимости Грузии. В течение 6 месяцев еще 20 стран признали независимость Грузинской республики. Впервые за 70 лет у Грузии появилось национальное правительство, многопартийный парламент и президент. Им стал Звият Гамсахурди. Уже в условиях независимого государства и признания нашей независимости другими странами мы планировали провести новые выборы в парламент примерно через полгода, чтобы избежать противостояний, но определенным силам это не понравилось. Уже через несколько месяцев правления Звията Гамсахурди в стране начнется острая борьба между оппозицией и властью, которая приведет к гражданской войне. Вспыхнет конфликт в Южной Осетии, обострится ситуация в Абхазии. Такого единения в борьбе за общую идею, как было 31 марта 1991 года, в Грузии больше не будет. Сам Звият Гамсахурди скончается при невыясненных обстоятельствах в 1993 году. И сегодня, как обычно, в Тбилиси к его могиле придут его верные, но уже не столь многочисленные сторонники. Зураб Дуали и Давид Симонишвили. Настоящее время. Тбилиси.